Коллеги, спасибо большое за приглашение. Жаль, что не получилось добраться до вас лично. Я была в Якутске в 2017 году, и хоть это была и очень стремительная поездка, но оставила самые теплые впечатления. Помню вашу теплую весну, всего минус 13 градусов было, и гуляли буквально раздетыми. Оказалось, что минус 13 в Якутске, минус 13 в Москве – это какие-то разные минус 13. В общем, надеюсь, что взлетно-посадочную полосу у вас снова сделают рабочие, и будут прямые рейсы из Москвы, так что мы еще до вас обязательно доберемся. Тем более, что малыш очень заинтересовался мамонтами, и в общем, я знаю, что у вас это точно можно посмотреть. Что касается сегодняшнего выступления, я хочу сделать акцент на профессии музейного СММщика и поговорить о том, да, какой вообще путь мы с вами в этой сфере прошли, и уделить внимание трендам СММ, на которые стоит обратить внимание. Коллеги сориентировали меня примерно на 45 минут, и, наверное, минут 40, может быть, там 35 я буду говорить, и у нас останется время на обсуждение, на вопросы. И сначала я хотела бы коротко обозначить основные вехи, которые прошли музеи и мы с вами в социальных сетях. Я считаю эту тему изучения истории вопроса важной, потому что изучение этапов, проектов, вклада людей дает нам понимание работающих методов, показывает нам, какое влияние социальные сети в принципе имеют на развитие музеев, и дает возможность в том числе обосновывать те или иные решения и вообще, скажем так, показывая, что у этого направления уже есть какая-то история и результаты, получать больше отклика и, может быть, даже уважения и доверия со стороны руководителей. Я вот об этой теме доверия сегодня еще поговорю. Поэтому сейчас тезисно основные факты. Первые шаги в социальных сетях российские и зарубежные музеи сделали примерно в одно и то же время. Это 2009-2010 годы. И что характерно, вначале это были личные инициативы и эксперименты. Как показывает уже в дальнейшем опыт, когда СММ занимается вовлеченный, активный человек, это почти всегда имеет лучшие результаты, чем когда это становится просто такой, знаете, рутинной работой. И, кстати, еще интересно, что вы сейчас, когда слушаете вот эти вот вехи, эти комментарии, попробуйте проанализировать, на каком этапе находится сейчас ваш музей. Потому что, в принципе, все музеи проходят эти этапы так или иначе. Я говорю именно не про годы, а про содержание этих этапов. Итак, первые шаги – это личные инициативы и эксперименты. Далее это период 14-15 годов, когда прошли первые совместные акции российскими музеями, организованные или поддержанные, и началось формирование той части профессионального сообщества, которая занимается СММом. Для этого мы создали группу в Фейсбуке. В нее тогда вошли наши коллеги из Музея истории и религии Екатерина Волкова, Анна Лебедева. Она работала в тульских музеях, потом в Куликовом поле, сейчас в тульском филиале ГИМа, и Яна Дерендяева. И мы, собственно, зачем мы объединились? Нам очень не хватало опыта и обмена мнениями и поддержки. И Facebook показался нам такой удачной площадкой, где это все можно было делать. Мы активно обсуждали работу. Я начала проводить вебинары, когда Facebook эту функцию дал всем желающим. И в 2015-2016 году на работу в социальных сетях обратили внимание учредители. Проект, который сегодня называется «Про культуру РФ», тогда АИС ЕИПСК, был впервые презентован на конференции как раз в ГИМе. И с тех пор, не сказать, что начали закручивать гайки, хотя и не без этого,
Но учредители стали более серьезно воспринимать эту работу. И постепенно, да, от такой свободы, эксперимента мы перешли к социальным сетям как к такой ежедневной, рутинной работе. Это, конечно, повлияло и на содержание. Ярких проектов не так много, но, по крайней мере, социальные сети перестали восприниматься как что-то побочное, а люди, которые этим занимаются, перестали, не везде, конечно, но перестали быть просто девочками, которые сидят в смартфонах и что-то непонятное делают. Мы там вот занимаемся, значит, серьезным, а вы тут какой-то ерундой. Ну, это можно, такую позицию можно понять, потому что результат нашей с вами работы в интернете, он не всегда виден, и его не так легко измерить. Вот это, кстати, сложный вопрос, как вообще измерять эффективность работы музея в интернете и, в частности, в социальных сетях. Вот здесь на слайде еще несколько фактов. В 2017 году прямые эфиры стали трендом, и нам начали помогать, нам, я имею в виду музеям, сами социальные сети, прежде всего «Контакт», поддерживая трафиком проекты. Это, да, поддержка была серьезной и вам в 2019-2020 году, и тем более в пандемию. И вот с одной стороны, да, вроде бы миллионные просмотры. Вот на конференциях там крупные музеи об этом отчитываются. У нас там, не знаю, 19 миллионов просмотров. Это результат? Да, безусловно. Это цифра, которую хорошо включать в отчеты, которая поражает там воображение. Хотя, опять же, смотря с чем мы будем сравнивать. Если мы возьмем каких-нибудь, да, современных блогеров, то у него там один ролик набирает, не знаю, пару миллионов за полчаса, а у нас там типа 19 миллионов за год, например. И вот как бы вроде бы по сравнению с блогером мало, по сравнению с каким-нибудь другим музеем очень даже ничего. И насколько мне известно, сейчас идут постепенно обсуждения, пока еще не в публичном, да, профессиональном формате, о том, как эту эффективность измерять. И есть даже такие слухи, скажем так, профессиональные, что это обсуждается на уровне Союза музеев, и, возможно, будут внесены изменения в форму 8НК, чтобы мы отчитывались, да, об этой виртуальной работе как-то более серьезно, и чтобы эти цифры, которые мы подаем, да, и параметры, которыми мы это описываем, они имели какое-то вообще, да, какую-то связь с реальностью тех же социальных сетей. И далее мое личное мнение, смотреть только на цифры в отчетах – это неэффективно и не полезно. Смотреть на эффективность работы необходимо в контексте всей деятельности музея, и эффективность можно измерять только тогда, когда мы ставили задачи какие-то. Например, какие у нас вообще, да, какие бывают постановки задачи? Ну, проведите конкурс, например. Это, это задача, которая может считаться тупиковой. Но вот мы провели конкурс, и что? Мы там сделали 5 постов про конкурс, и что? Изменилось ли что-то в отношении людей вообще, в их знании того, что там музеи делают? Вот, кстати, недавно был опрос в ЦИОМ, по-моему, да, в ЦИОМ, который исследовал, насколько люди осведомлены о цифровых и онлайн-проектах, и, знаете, цифра какая-то прям не очень. По-моему, слышали об этом что-то 19% опрошенных. Вот нужно будет поискать, посмотреть точнее, но в общем, с одной стороны, вроде у нас там многомиллионные, значит, охваты, а с другой стороны, реальность такова, что не так-то уж это все и охватно. Но, повторюсь, только на цифры смотреть – это не информативно. Если же, да, вы хотите сравнить себя по цифрам, то, например, сравнивайте себя с похожими музеями. Музеи такого же типа или музеи в регионе. Тогда сравнение цифр будет иметь какое-то прикладное значение. Например, вы знаете, там, да, что в регионе есть музей, у которого там, условно, 5000 подписчиков, и у вас там 3000. Вы понимаете, наверное, у нас аудитории похожи, нам есть к чему стремиться. А если у всех примерно 3000 плюс-минус и роста нет, то тогда, скорее всего, можно предположить, что вы достигли какого-то потолка, да, и вот это вот та аудитория, которая готова с вами здесь взаимодействовать. Конечно, на цифровизацию колоссальное значение оказал ковид, и, знаете, да, кто начал готовиться пораньше, имели преимущество, те, кто оказался в ситуации такой стрессовой работы, пришлось делать, несмотря ни на что. И, наверное, в этом смысле ковид скорее оказал положительное на нас, да, на нашу работу влияние, потому что впервые вообще в истории музейного СММ
на это направление обратили внимание все, во-первых, а во-вторых, подключились реально все или почти все сотрудники. Если мы вспомним, да, год назад, ну, особенно весну 2020 года, когда буквально от директора до, там, не знаю, смотрителей, которые все, да, находились по домам, так или иначе принимали участие в подготовке контента. И для имиджа SMM, для, наверное, такого вообще положение сотрудников, кто этим занимается, ковид сыграл скорее на пользу. И так, сейчас, секунду. Ага, понятно. Так, и что еще важно? Да, сейчас, секунду. Сейчас, секунду, я вернусь в поток своей мысли, да. Впервые за историю музейного СММа мы стали подходить к работе комплексно и использовать инструменты соцсетей не чтобы рассказывать о том, что проходит в музее офлайн, а создавать проекты, нацеленные и доступные именно онлайн-аудитории. И вот это стало срабатывать очень хорошо. Я не стала приводить какие-то скриншоты здесь, я то, что понимаю, что вы в основном все эти сами проекты и делали, и видели, но вот, например, проекты с настоящим интерактивом, когда мы не просто, да, допустим, ведем прямой эфир, показывая, ну вот что там происходит, какая-то экскурсия, а закладываем механики, и люди, которые нас смотрят, могут реально в чем-то участвовать, и мы вот находимся здесь вместе в моменте. Вообще вот эта вот тема нахождения вместе в моменте онлайн, она во время пандемии прозвучала по-новому. Хотя, конечно, избыток контента колоссальный, и мы, да, находимся сейчас в довольно сложной ситуации, когда есть у всех уже усталость от онлайна, и при этом он никуда особо, да, от нас не уходит. И что делать дальше? Возвращаться в офлайн, как-то вот искать какой-то баланс. Эта задача сложная, и здесь у меня, конечно, однозначных каких-то ответов не будет. Что я хочу еще вам показать? Я запустила исследование истории музейного СММа. У меня это такой интерес, он и научный, и прикладной, и я, наверное, тогда с коллегами тоже поделюсь ссылкой на эту анкету, чтобы вы могли ее заполнить, но позже, не сейчас, конечно. И что интересно, я думала, что как-то большинство музеев начали, да, использовать социальные сети, ну, скорее так, 2009-2011 год, у меня какое-то было такое представление, но нет, я ошиблась, и видите, разброс очень разный, то есть есть даже те, кто начал использовать соцсети впервые в 2020 году, а некоторые даже и во время пандемии. Контакт стал в основном соцсетью самый первый для музея. Во многом это определяется человеком, да, его интересами, кто начинал эту работу. Интересно, в чьем ведении находятся социальные сети, и это самые разные отделы. СММ отделов как таковых совсем немного, особенно если мы говорим, да, о музеях в регионах. И результат, который меня вдохновляет и хочется узнать подробности, это оценка роли социальных сетей в развитии музея. Подавляющее большинство респондентов считают, что социальные сети имеют большое влияние на развитие музея. Сейчас, коллеги, я решу вопрос с малышом и вернусь к вам, секунду. В каком году ваш музей, да, допустим, начал прямо постоянно использовать Инстаграм-страницу или, может, вести страницы в других соцсетях? Ну, вот Усть-Алданский музей. С 19-го года. Активно, да, прямо? Ага, еще? Ну, парк «Россия. Моя история», я помню, 2018, по-моему, да, ну, типа с момента открытия, или 17-го? Октябре 17-го. Ага. У кого есть планы только сейчас открыть свою страницу, может, это какие-то новые музеи?
Нет? Ну, по отношению к нам, ну, вообще, да, к музею Ярославского, это было 16-й год. Это для информации. Потом, может быть, продолжим. Ага, Аня, мы слушаем. Да, прошу прощения. Услышала ваш вопрос, есть ли планы у кого-то заводить новые страницы, но вот одна из популярных сегодня социальных сетей TikTok, и, возможно, коллеги, если есть ли у кого-то мысли о том, чтобы туда зайти, может быть, вы поднимете руки, а мне коллеги подскажут, сколько вообще, есть ли такие желающие или нет освоить TikTok для музеев. Со мной 5. Со мной 5. Ага, с вами 5, поняла. Есть вот так, ну, как у руководителей бывают такие запросы, у самих СММщиков, если новая социальная сеть появляется, то нужно обязательно туда идти, потому что все пошли. И TikTok действительно очень сейчас популярен среди пользователей. И что здесь еще важно? Администрация TikTok имеет представительство в России, российский офис ТикТока, и они, ну, да, конкретные люди в этом офисе, с кем можно, да, общаться и взаимодействовать, они заинтересованы в появлении культурно ориентированного контента. Вообще ТикТок сейчас, он отходит от такого развлечения, ну, даже уже отошел, скорее к просвещению через... Ну, не сказать развлекательные форматы, там сейчас очень разные видео. И, кстати, еще одно заблуждение, что в ТикТоке подростки и дети. Нет, в ТикТоке аудитория тоже взрослеет, туда приходят люди там и 40 плюс, и 50 плюс, и, знаете, даже появляются аккаунты пожилых людей, которые там что-то рассказывают. И рекомендация, которую я здесь готова дать, вообще это касается не только ТикТока, но и любой социальной сети, прежде чем создавать там аккаунт музея, важно попробовать ее с точки зрения пользователя, чтобы понять, как работают механизмы, алгоритмы. Да, есть множество там, да, статей, в которых эти алгоритмы рассматриваются, но очень здорово, когда вы можете пощупать это буквально своими руками и глазами. Когда у меня была задача разобраться с ТикТоком, я потратила около, наверное, 2 месяцев, каждый день по 15 примерно минут я просматривала свою ленту, делала это так сознательно, смотрела, вот если я лайкаю, допустим, вот это, что мне будет ТикТок показывать, если я реагирую, то как поменяется лента. И если другие социальные сети, типа там, например, Контакта и Фейсбука, они ориентированы на социальное взаимодействие, то есть мы идем туда, чтобы найти конкретных людей или познакомиться потенциально с другими людьми, то TikTok, он не про установку социальных связей, он про погружение в ту или иную тему, исследование за темами. Но вот я на своем примере это объясню, потому что он мне очень понятен. Я интересуюсь темами детства и материнства, и на этапе регистрации вы указываете, какие у вас есть интересы. И TikTok начинает показывать вам видео внутри этой тематики. Вы реагируете на видео, и, соответственно, TikTok вам дальше и дальше показывает что-то похожее. Ну, по сути, вы тренируете искусственный интеллект лично для вас. И я начала замечать паттерны. То есть, например, появляется какой-то трендовый там, музыка или звукосочетание, какая-то мелодия или какой-то текст, который наговаривается. И разные авторы обыгрывают его каждый в своей стилистике. И я выбираю, на кого подписаться, то есть внутри одной темы, например, там, да, бытовые зарисовки про материнство, я вижу, как 5 мам обыгрывают один и тот же тренд, и я выбираю условно одну маму, чья подача информации мне больше нравится. То же самое получается, да, и про музеи. Мы с вами выходим, если выходим в ТикТок, нам надо выходить с какой-то, ну, скажем так, я сейчас на секунду отключу видео, определенной темой. Например, это может быть, да, тема, ну, скажем, русское искусство, я сейчас беру довольно широко, или это вообще будет, да, получается, тема искусства или культура, но внутри нее обязательно какая-то
ну, скажем, ниша, внутри которой вы будете производить контент. И что еще важно, даже если мы, да, рассматриваем аккаунт с позиции бренда, музея, на первом этапе обязательно должен быть человек, олицетворяющий этот проект. Вот так настроены алгоритмы ТикТока, что там показывать, условно говоря, экспонат без человека – это неинтересно. Нужна история, которую транслирует человек. Так, например, взлетел аккаунт Дарвиновского музея. Елена Трушина и Трушина, по-моему, фамилия, если я ошибаюсь, прошу прощения, но она несколько раз уже выступала и на Прокультуры РФ, и на, недавно в Уфе, по-моему. В общем, ее записи можно найти. По удачному стечению обстоятельств для Дарвиновского музея она и биолог, и цифровой художник, и фотографировать, и снимать видео умеет. То есть идеальный набор качеств. Она понимает и содержание, и манеру подачи. И она снимала себя и своих насекомых, кого она держала дома на карантине. И если вы посмотрите на ленты ТикТока, то обычно в кадр выстроен примерно одним и тем же способом. Там, не знаю, человек-лицо или, может быть, его как бюст будет. И раскрывается тема, а антураж примерно одинаковый. И вот там первые несколько, там, 2, 3, 4 месяца собирается аудитория, она привыкает вот к этому образу, и потом уже можно давать разнообразие. То есть если мы, например, с вами ВКонтакте и в Фейсбуке стараемся рассказать все о музее, и там, если еще есть филиалы, и все это как надо запихнуть в ленту, то вот такой мозаичный способ подачи информации, и такой какой пазл, да, он в ТикТоке не сработает. И это, конечно, определенная сложность, потому что не все музеи готовы к тому, что определенный сотрудник на начальном этапе будет олицетворять собой музей. Есть всегда риск, что он перетянет на себя внимание, что вроде как мы же музей, а вот кто-то один, это не очень вроде правильно. Но тут, видите, получается, я сейчас тут слайд уже поменяю, наконец, это либо мы понимаем правила социальной сети и им следуем, либо мы понимаем, что мы там не будем успешными. Эти нюансы хорошо понимать и важно уметь доносить до ваших руководителей, потому что, к сожалению, да, не к сожалению, это, в общем-то, факт понятный, не все руководители знают специфику, в общем-то, они не должны ее знать, но здесь важно вам уметь донести эти особенности до коллег, и чтобы они понимали, почему это работает, а это нет. Несколько слайдов, где не будет текста, а будут мои краткие комментарии, может быть, для тех из вас, да, кто хотел бы стать СММщиком или наблюдает за этим путем, да, у коллег. Сегодня вообще получается, что СММщиком на самом деле может стать любой сотрудник, если у вас есть любовь и интерес к цифровой коммуникации. И инструментов в социальных сетях реально очень много, и одному человеку эффективно работать на всех каналах, ну, это просто невозможно. Поэтому есть такой подход, можно назвать его таким проектным, когда мы сначала проводим аудит возможностей, да, ресурсов, которые есть в музее. Я имею в виду в данном случае ресурсы, это навыки и знания, которые есть у ваших коллег. Возможно, среди вас есть те, кто сам ведет свой ТикТок или активно смотрит и понимает, как это устроено. Или, например, любит и понимает Телеграм. И на каждый проект, да, который вы создаете, вы можете собирать команду из сотрудников, которые помогут с его продвижением. Это, конечно, тоже вопрос доверия, потому что есть ощущение, что если мы будем давать там, да, создавать контент разным людям, то получится многоголосие. Но вообще это даже скорее хорошо, потому что, не знаю, там 10 лет назад как бы работало одно, а сейчас и стандартов-то каких-то особых нет. И скорее ценится какая-то индивидуальность и, может быть, даже отчасти не следование каким-то трендам, а реакция, скажем так, по той ситуации, которая складывается именно у вас в музее. Я сейчас, да, Саш, мы сейчас тут все настроим, чтобы тебе было не очень скучно, и ты будешь сидеть дальше со мной. Так, сейчас я тоже верну свое видео. Да, как, да, работать с этим СММщиком, когда у тебя ребенок, короче, мультики наше все. Да, я поняла, давай мы тебе это сейчас включим. И ты будешь сидеть со мной. Прошу прощения, что у нас так сегодня немножко сумбурно.
Но ничего. Главное, я пока еще держу все мысли в голове. Так, по времени я тоже укладываюсь. Наблюдение здесь, на полях, по поводу требований к соискателям. Описание вакансий – это ценный источник информации о том, какие навыки и знания каких инструментов в принципе востребованы. Интересно сравнивать в этом смысле вакансии в зарубежных музеях и в российских. Ну, в российских почти никогда этих вакансий в открытом доступе нет, это отдельная проблема. Но в зарубежных есть. И чем дальше, тем этих вообще требований больше, больше, больше. И сегодня, знаете, такой СММщик, которого, по-моему, не существует, он должен уметь все. И тексты писать, и видео снимать, и монтировать, и статистику понимать, ой, и стримы проводить, и вообще полный спектр работ. Хотя, если мы, опять же, посмотрим на развитие СММа в коммерции, то получается, что есть разделение, да, скорее СММ-стратег, который понимает, куда и как мы двигаемся, и люди, которые непосредственно руками создают контент. Даже появились уже направления отдельные сторисмейкер, тот, кто делает сторис, тот, кто будет готовить, допустим, контент, видеоконтент для ТикТока, потому что нельзя просто так взять одно и то же видео и везде его опубликовать. Так это не работает. Человек, который занимается текстами, копирайтер, человек, который взаимодействует с людьми, ищет, куда распространить контент. У этого, наверное, даже еще нет четкого названия, ну, например, комьюнити-менеджер. И получается, что все это по-хорошему отдельные люди, которые должны этим заниматься, ну, как бы на фулл-тайме, на полноценно. Ну, либо, если мы понимаем, а в большинстве, да, случаев в музеях это невозможно, мы понимаем, что хороший результат невозможен, если у нас нет на это людей. Потому что даже если человек вовлечен, даже если он хорошо понимает музейную специфику и владеет там базовыми инструментами, он постоянно не может продуцировать оригинальный контент. И в итоге все это скатывается, да, к пересказу пресс-релизов, где мы меняем прошедшее время на будущее и наоборот. И сил на какое-то творчество и креатив их просто не остается. Это важно осознавать, прежде всего, да, руководителям, что чудес никаких не бывает. Работа СММщика – это работа творческая, это работа с людьми. И, наверное, именно поэтому, ну, вообще СММщики не все, конечно, открытые люди, но это люди, которые всегда на острие и на первой линии атаки, что называется, склонны к профессиональному выгоранию, и мы об этом говорили как раз на одном из вебинаров в 2020 году, что эти вот удары, да, принимают на себя прежде всего СММщики. Когда ты живешь в этом ритме 24/7, когда понятие отпуска и быть вообще не на связи, у тебя этого практически не бывает, ты всегда должен быть с уведомлениями, там отложить смартфон, это, ну, ты можешь, конечно, его отложить, но это так тоже не работает. И если нет помощи и поддержки, то люди выгорают, это не какие-то пустые слова, и там, депрессия, да, и вот эти все состояния, наверное, люди, которые больше работают с коммуникацией, нам, возможно, чуть проще об этом говорить и заявлять об этих проблемах, это тоже есть. Есть ли перспективы карьерного роста у СММщиков? Ну, скорее нет, потому что перспективы карьерного роста, они в музеях, в принципе, вот, практически отсутствуют, потому что, ну, да, у нас другая система. У нас нельзя прийти, условно, на позицию стажера, да, и знаешь, что там через 15 лет ты можешь доработать до заведующего отделом. Может, да, может быть и нет. Это не коммерческая история. И что я наблюдаю по коллегам, единицы, у кого получилось реально, да, начать СММщиком и продвинуться до какого-то значимого поста. Да, такое бывает, но это скорее исключение, чем закономерность. Работать СММщиком года напролет, ну, можно, но настолько много появляется новых инструментов, а человек все-таки не все многостаночники. Вот кто-то хорошо пишет текст,
а надо уже снимать вертикальное видео. И этому можно научиться, но не у всех это получается. Поэтому на определенном моменте можно дойти до своего потолка, когда перспектив развития ты для себя уже не видишь. Известны примеры мне, когда люди уходили либо просто в другой отдел в музее, либо уходили из музея вообще, потому что было выгорание, отсутствие там, да, понимания с коллегами, и не было силы, стимула развиваться дальше. И, безусловно, я не могу не сказать о проблемах, с которыми мы, как СММщики, сталкиваемся. И, наверное, на мой взгляд и по моему опыту, главная проблема – это отсутствие доверия со стороны, прежде всего, руководителей и коллег. О чем я говорю? Когда вместо того, чтобы дать, ну, скажем так, некую свободу действия и довериться человеку, потому что он знает инструменты, специфику и так далее, начинается микроконтроль и такой, знаете, микроменеджмент. Мне не нравится этот текст, потому что мне он не нравится, переписывай. Сделай там 10 постов про наше мероприятие, потому что вот, значит, надо побольше написать. И не слышат аргументы, что не количество постов решает, да, а то, как мы этот текст пишем, что писать казенными формулировками можно в официальные там инстанции и, допустим, учредителям, потому что там такая коммуникация принята. А в социальных сетях коммуникация более человеческая. Или там длительные процессы согласования, когда там нужно написать вот здесь и сейчас, а нет, нам надо все это проверить, и инфоповод может уйти. Или когда, допустим, коллеги, не в обиду, если вы здесь присутствуете, кто хранит, да, материалы, отказываются дать какие-то комментарии, долго выдают фотографии или вообще их не выдают, не объясняют, в чем там ценность музейного, допустим, предмета, и говорят, вообще мы вам ничего не будем помогать, вообще чего вы какой-то ерундой занимаетесь. И это уже проблема, получается, внутри музейной коммуникации. То есть как с этим быть? Ну, поделюсь здесь опытом, который был у меня. Иногда это длительная, знаете, такая просветительская работа на местах, буквально с организацией чаепитий, каких-то мини-лекций, что это за работа, из чего она состоит, в чем особенность соцсетей. Конечно, благодаря ковиду люди в целом лучше поняли, как все это работает цифровое, но это не отменяет того, что работу такую проводить надо. Иногда это действие просто по вот такой формальной линии, да, служебные записки, какие-то там через руководство попытка наладить коммуникацию, если не понимают, да, коллеги по-хорошему. Иногда это просто открытые конфликты, там, ссоры, во время которых может быть какое-то позитивное разрешение. Но хотя есть и примеры, когда как бы ничего не получается, и какие-то темы там просто их не осветить, потому что люди не идут на контакт. В общем, все непросто, хотя когда коллектив музея работает слаженно и понимает, что образ, который мы строим в интернете, это образ всего музея, и все в него вкладываются, это, конечно, совсем по-другому играет, и страницы, которые ведутся коллективом, это чувствуется по интонации, по стилистике. И очень видно, когда это все, знаете, такое формальное и казенное. Это, вот, казалось бы, да, там через онлайн так не передать душевность, это все равно считывается. И по текстам, и вот по фотографиям, по прямым эфирам, это все считывается. Да, немного по-другому, но тем не менее. Так, ну и на этой позитивной, так сказать, ноте, я сейчас смотрю на тайминг, у меня как раз есть еще несколько минут. Я коротко расскажу про тренды СММ и потом буду готова ответить на ваши вопросы. Значит, какие, в принципе, бывают тренды? Можно разделить их на 3 большие группы. Это системные, которые охватывают обычно все социальные сети и носят такой глобальный характер. Ну вот как, например, унификация социальных сетей. Это раньше было жесткое разделение: Twitter только короткие тексты, Instagram только фотографии, там Facebook всего понемножку. Сейчас вы можете везде постить все, и по функционалу все сети очень похожи. Содержательные – это когда появляется какая-то, опять же, общая для всех линия ведения рассказа, и в данном случае это, например, сторителлинг как тренд. Технологически, сейчас об этом скажу вместе с картинкой. Значит, 3 важных тренда на этот год и, скорее всего, на следующий тоже. Соцсети уже не юные дети, а вполне себе состоявшиеся корпорации.
которым тяжело расти на органике. Ну, то есть на естественном приросте, потому что людям интересно что-то новое. Нет, сети такие уже, знаете, как хорошее выдержанное вино. И каждая соцсеть хочет удержать авторов внутри себя. Что значит удержать авторов? Это удержать тех, кто, собственно, производит контент и ради кого в этих соцсетях остаются пользователи. Это все связано напрямую с монетизацией. Выгода социальных сетей – это продажа рекламы. И социальные сети готовы платить авторам, чтобы они оставались в соцсети и производили оригинальный контент. Отсюда развитие инструментов для авторов для получения денег. Программа ВК Донат для контакта, инструменты для получения донатов, пожертвований в Инстаграме, идея в Твиттере, которая уже начали ее запускать, доступ там, к оригинальному, уникальному контенту по подписке. Эти все инструменты в каждой соцсети появляются. И отсюда следующая тенденция, что каждой соцсети важно, чтобы авторы использовали максимально все новые инструменты, которые дает соцсеть. Отсюда такой, значит, плохой способ постить везде одно и то же. Соцсетям это неинтересно. Им нужно оригинальное. Тогда они сами своими механизмами, искусственным интеллектом эти посты будут поддерживать. Я была на конференции VK for Arts в минувший понедельник в Петербурге, и они будут, «Контакт» объявит скоро грантовый конкурс для учреждений культуры. Это вот важная информация сейчас для нас с вами. Это будут гранты, ну, фактически купоны на таргетированную рекламу. Участвовать можно будет таким образом. Заявка будет подаваться прямо ВКонтакте, и минимум бюрократии. Важно как критерий отбора страницы, чтобы эта страница была активна, музейная, и чтобы максимально использовались все инструменты контакта. Регулярные прямые трансляции, клипы, статьи, приложения. Что у нас там еще есть? Сторис. Вот если страница это все регулярно делает, тогда можно будет подавать на грант и иметь возможность получить этот купон на рекламу. Соответственно, да, в каждой соцсети такие фишки есть, за ними нужно следить и нужно их активно внедрять. Вот так это сегодня работает. Далее, кратко, тезисно. Инстаграм долго пугал нас, что он скроет лайки всем. Это позиционировалось как забота о нашем ментальном здоровье, типа мы не будем завидовать, если не будем видеть лайки. Но есть вторая точка зрения, что это попытка вернуть себе контроль за денежными потоками, потому что многие блогеры в Инстаграме, им заказывают рекламу бренды, они платят самому Инстаграму за таргетированную рекламу. А если мы не будем видеть количество лайков публично, ну, мол, значит, мы не будем понимать, насколько блогер успешен. В итоге тема с полным скрытием лайков не состоялась. Теперь каждый пользователь может сам решить, скрыть ему лайки или нет. Ну, то есть, если вы хотите, значит, не завидовать и не видеть лайки, вы можете это у себя в аккаунте сделать. Содержательный тренд – это сторителлинг, то есть умение рассказывать историю не как там набор каких-то фактов, а как, да, когда у нас есть какой-то герой, у нас есть конфликт, мы как-то пытаемся его разрешить, и вот все наше повествование, оно крутится вокруг вот таких классических, да, драматургических элементов. И здесь очень важный формат – это, конечно, сторис, которые есть сегодня везде. Вот технологический тренд, о чем я хотела коротко сказать. Крупнейшие технологические компании, там, Lenovo, Samsung, Apple, они работают над созданием очков дополненной реальности. Я помню, как раз мы, когда приезжали к вам вот в 2017 году, мы показывали съемку 360, и потом смотрели это как раз в соцсети. Я делала с помощью этой камеры, и мы с вами это все там в очках смотрели. VR такого большого распространения не получил, возможно, больше у дополненной реальности получится. Речь идет о том, чтобы мы с вами контент об окружающем мире получали не на смартфон, а сразу прямо в глаза, что называется. Если, конечно, это произойдет, то это будет радикальный вообще способ смены потребления контента, и как нам в этом всем жить, это большой вопрос. Но станет ли это массовым, не знаю, но на это точно стоит обратить внимание. Это не вполне про соцсети, это в целом про вот такую парадигму потребления контента. И в завершение буквально одной строкой про форматы. Сторис как формат, да, короткий вертикальный контент есть не только в соцсетях, но и в приложениях крупных вроде Яндекса, Сбербанка или Треса. Для нас это означает, да, с вами, что в массовом
секторе к этому формату людей приучают. Да, конкуренция за внимание огромная, единица контента теперь 15 секунд. Это очень мало, но и даже в эти 15 секунд можно многое сказать. Подкасты. Да, есть как жанр, актуальны, но не нужно думать, что их делать очень легко с точки зрения там, и техники, и содержания. Но пока еще культурная ниша не очень развита, поэтому здесь можно застолбить за собой, что называется, место. Чат-боты. И эта тема, кстати, важна не только для каких-то массовых программ, таких, да, просветительско-культурных, но и для образовательных. Все больше появляется именно образовательных продуктов, которые реализуются как чат-боты. Это снимает определенную нагрузку, естественно, да, с руководителей, с руководителей этих программ. И это перспективная тема. Опять же, эта тема не только навыков программирования, но и умение выстроить пользовательский сценарий. То есть создать чат-бот – это не только, да, его код прописать. Здесь очень важно понимать, куда, кого и к чему вы ведете. Но тема перспективная, конечно. Ну и вертикальные видео, я про TikTok сказала достаточно много. Это тоже наша реальность, и мы можем работать без вертикальных видео, конечно, но надо осознавать, что сегодня это тренд, и если хотим какого-то прорыва, то в эту сторону стоит посмотреть. На этом мое выступление закончено. Я прошу прощения за небольшие сбои и то, что я не очень уложилась в график. Если есть вопросы, я готова на них ответить сейчас, или же потом письменно всегда вы можете мне написать. Спасибо большое за внимание и за приглашение. Спасибо большое, Анна Вадимовна. У зала будут вопросы? Ага, есть вопрос. Подойдите сюда, пожалуйста. Ага. Да, и, Сейчас пожалуйста, вы видите? представляете, Вы что... видите? Да, сейчас вот на сцену они возле меня поднимутся, да, те, кто будет задавать вопросы, и будут представляться. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Майя. Мы как частное сообщество музеев, Народный музей Якутии, мы так обозвались. Вопрос такой, а используете ли вы Яндекс.Дзен? Смотрите, лично я в своих проектах Яндекс.Дзен не использую, потому что у меня на это не хватает уже никакого ресурса. Яндекс.Дзен, но я знаю, у кого получилось и на чей опыт можно ориентироваться. Это музей истории и религии и военно-медицинский музей в Петербурге. Значит, в чем особенность Яндекс.Дзен? Это не вполне социальная сеть, это скорее платформа для ведения блогов. И там искусственный интеллект Яндекса оценивает, главный параметр, пожалуй, это дочитываемость текста до конца. То есть имеет значение снова, да, оригинальность текста, и это скорее именно текстовый формат. И я знаю, что у Музея истории и религии, которые туда выкладывали статьи там, да, по своей теме, лучше всего зашел пост перед, или во время Масленицы. Они сделали гифку, то есть движущееся изображение. Есть такая тема в социальных сетях, гадание, кто ты сегодня. И они сделали подборку блинчиков разных, и вот опубликовали буквально одной строкой, какой ты сегодня блинчик. Идея такая, что вы делаете скриншот, и у вас какой-то блинчик попадает, вы этим делитесь. И вот этот пост у них взлетел. Хотя, казалось бы, где музей истории и религии, да, а где блинчики. Так что Яндекс.Дзен это подходит для тех, кто готов работать с текстами, при этом умеет и готов экспериментировать с заголовками, потому что там люди, видя рекомендации, что почитать, они прежде всего увидят крупный заголовок. И да, там бывают, знаете, то, что называется кликбейтными, такие желтушные заголовки. Посмотреть, уметь так формулировать про себя. Может получиться. И, кстати, Яндекс тоже предлагает монетизацию. Кстати, Карина Назанян из военно-медицинского музея сказала, что у них недавно получилось выйти на монетизацию, и мы постараемся подготовить с ней либо интервью, либо вебинар, чтобы она рассказала подробности. Так что... Спасибо. Второй вопрос можно, да, задать? Да, конечно. Второй вопрос. Вы вначале сказали, что у вас есть группа в Фейсбуке. Именно да. по
СММ, да? Да, она называется «Музей в социальных сетях». Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо за вашу лекцию. Да, спасибо за вопрос. Так, может быть, участники Zoom-платформы зададут вопросы, ждем вопросы, но я сейчас попытаюсь сформулировать свой вопрос, он немножко профессиональный. Есть такая тенденция, ну вы тоже сами сказали, да, что роль музейных СММщиков как бы сейчас исполняют должностные функции, да, они ложились на плечи сотрудников в большинстве культурно-образовательных отделов, ну, научно-просветительских отделов, и как можно вообще избежать, да, вот такого, чтобы потом не прийти к худшим последствиям, как выгорание, недопонимание, открытые конфликты. Может, это связано из-за того, что профессии СММщика нету в профстандарте, либо в штатном расписании? Спасибо за вопрос, он, конечно, такой сложный. Но видите, как получается, профессии этой, ну, не знаю, профессия, можно это назвать, направлению этой деятельности уже больше 10 лет. И, в принципе, наверное, рано или поздно она как-то будет закреплена юридически, либо полностью как СММщик, либо, возможно, сейчас же есть тема, да, с цифровым куратором, как профессии, что, возможно, эти обязанности войдут в уже существующие какие-то профессии. Пока этого не сделано, я думаю, здесь должно само профессиональное сообщество, те, кто занимается СММом, активнее себя позиционировать и отстаивать свои интересы. Вот я упоминала презентацию АИС ЕИПСК на конференции в ГИМе. И, на мой взгляд, это один из важнейших примеров, когда учредитель прислушался к профессиональному сообществу. Почему так произошло? Мы активно, в том числе публично, работали, рассказывали, что мы делаем, проводили мероприятия. И я помню, как они сами, создатели этой системы, вышли на меня и сказали: мы хотим презентовать, потому что поняли, что у вас сообщество этим занимается. На презентации к ним были вопросы, ну, знаете, как обычно, когда говоришь Министерство культуры, сразу думают: да, ерунда какая-то будет. Было недоверие. Коллеги говорили: мы не будем еще одну систему, зачем это нам все надо. Они тогда сказали: давайте те, кто из вас хочет принять участие в доработке системы, вы, пожалуйста, войдите в рабочую группу, неформально. Несколько человек вошли в группу, мы давали свои комментарии по системе, уже спокойно, без там какой-то, да, без ругани, без всего этого. Система там была доделана до какого-то предела. К мнению прислушиваются. То есть это все-таки, наверное, еще наша с вами задача как-то консолидироваться и вырабатывать общую позицию, которую можно доносить. Я вот сейчас даже пока слушала ваш вопрос и вообще размышляла. Возможно, какую-то даже, может быть, идеи для музеев могут сделать, условно говоря, общую презентацию, которая говорит о том, что такое специфика музейного СММ, которую могут все показывать своим руководителям, чтобы у нас был какой-то общий язык для разговора. Да, было бы прекрасно. Угу. Спасибо за ответ на мой вопрос. Еще есть вопросы? Ага, есть, да? Ага. Последний вопрос, Анна, извините, что немножко задерживаем, но нам очень интересно. У меня вопрос связан с YouTube, ну и вообще с блогерством, потому что, как мы знаем, сейчас просветительских таких вот компетенций, обязанностей на себя уже забирают блогеры. То есть это у нас частные лица, они ничем не ограничены, и они уже начинают постепенно просвещать народ. Ну, то есть возьмем платформу YouTube, это у нас тот же самый Red Room, Bushwaker, например, Мудреныч и подобные, и в основном они у нас ориентированы на молодую аудиторию. И, честно говоря, если смотреть на их просмотры, то есть это 300-400 тысяч, некоторые ролики там чуть ли не до миллиона, по пару миллионов собирают, то есть 10-20 минут примерно, да. И вот я хотел бы тоже вот задать вам такой вопрос, даже ваше мнение узнать о том, почему, например, YouTube, его алгоритмы не позволяют, например, музеям то же самое, по сути говоря, делать, потому что у нас есть, например, продакшн, у нас есть оборудование, и у нас есть возможности тоже делать
контент такого же уровня. И тут тоже такая вот проблема, одна появляется. Если мы не можем делать это, например, на YouTube, где приемлемые ролики 10-20 минут, то стоит ли нам такой контент в будущем уже переключать на TikTok тот же самый, либо Instagram? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я думаю, здесь, наверное, все-таки проблемы не в алгоритмах, да, YouTube, а в постановке задачи и в, наверное, в ресурсах, которые у вас есть. То есть то, что есть техника и готовность снимать качественно с технической точки зрения, это прекрасно. Но здесь вопрос целеполагания, да. Можно ли развить музей на YouTube так, чтобы он был популярным? Да, можно. Я отсылаю вас здесь снова к примеру Дарвиновского музея, у которых есть Дмитрий Ольшанский, он буквально подвижник музейного видео. Сколько они уже лет работают? Ну, наверное, года 4-то точно, если не больше. И постепенно, там можно посмотреть, собственно, как развивался их канал, просто с самых первых роликов. Они сделали, ну, я не знаю, сколько у них там тысяч просмотров, но, по-моему, у них несколько десятков тысяч подписчиков уже. То есть здесь вопрос не к, наверное, самому Ютубу, а к тому, что именно вы хотите. То есть если у вас есть сейчас техника, главное, что у вас есть спикеры, да, кто сможет в этом формате работать, то, собственно, начинайте, делайте и помните о том, что YouTube очень тоже внимательно относится к тому, как вы, собственно, презентуете ролики. Я говорю сейчас не только о том, чтобы они были оформлены грамотно, красиво с точки зрения там, заставка, там, не знаю, титры и прочее, а, например, подробное описание ролика, тайм-код, который показывает, что и когда происходит, распространение информации об этом через другие каналы. Возможно, да, сотрудничество или там, ну, насколько это может быть интересно блогеру, это вопрос, да, придет ли он, может быть, к вам в музей что-то заснять, или вы там пригласите его своим гостем куда-то, но тут интересно ли ему это или нет, вопрос. И это касается каждого канала. То есть наличие там техники для съемки для ТикТока классно, но кто у вас это будет рассказывать, что будет рассказывать. Сначала нужно очень хорошо подумать над концепцией содержательной, потому что просто начать что-то снимать – это, ну, трата ресурсов нерациональная. Вот лично у меня, пример, он не про видео, он про Телеграм, но он очень такой характерный. Я бросилась вести Телеграм, когда его только начали, появился, 16-й год. И я вот, значит, что-то делать надо. И у меня было 4 попытки. И только на 4-ю попытку, когда я четко сформулировала для себя, что я буду делать, как я буду делать и в какой промежуток времени, вот тогда у меня все вышло на какие-то понятные рельсы. Поэтому сначала вам, наверное, могу дать какой совет, это подумать над концепцией, вот, допустим, теми же, которую можно будет трансформировать в количество роликов. Ну вот вы что хотите показать, кому, сколько сюжетов снять, там, как часто их публиковать. Вот. Когда ответы на этот вопрос будут, тогда, наверное, уже можно начинать. Хотя, конечно, конкуренция тоже огромная, и, может быть, даже на этапе проработки концепции подумать, с кем вы можете сотрудничать, да, у кого уже есть аудитория, чтобы на ваш канал могли обратить внимание. Но это, конечно, игра в долгую. Быстрых результатов здесь у музеев, скорее всего, быть не может. Но все проекты, да, о которых я сегодня говорила, это месяцы или годы работы, ну, в зависимости от соцсети. Спасибо за совет. Спасибо. Передаю микрофон. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Итак, Анна, спасибо большое, что вы были с нами. Большой поклон Александру Михайловичу. Спасибо. И мы надеемся, что в скором времени встретимся уже в Якутске, проведем какой-нибудь еще один совместный проект, да, может даже по направлению СММ. И спасибо большое, до новых встреч.